Всем привет, с вами Тур82, Nokia 5530 и яблоко в качестве фотомодели. Это означает, что сегодня я буду рассказывать про камеру. На боковом торце мы видим кнопку спуска камеры, зажимаем его и открывается интерфейс камеры. Вот. Сразу скажу, что разрешение сенсора составляет 3,2 мегапикселя. Это минимально достаточный уровень для современных мультимедийных устройств. Но снимает телефон неплохо, и сейчас я сначала расскажу об интерфейсе. Итак, зажав до половины кнопку спуска камеры, мы фокусируемся, все как стандартно, и делаем снимок. После того, как снимок сделан, мы можем его удалить, передать в интернет через службу обмена AVI, это нокиевский сервис, или передать сообщение через Bluetooth, по электронной почте или каким-то другим методом. Здесь что мы видим? Здесь миниатюры тоже есть. Это кнопка спуска, это кнопка вспышки, а эта кнопка запускает сетку миниатюр. Вот надо оговорить, что все эти миниатюры, вот если здесь рисунок есть, то он соответствует тому, какой режим мы выбран. Потому что если мы выберем, например, крупный план макросъемки, то увидите, что меняется цветочек. Итак, что мы можем здесь настроить? Баланс белого, светочувствительность, экспозицию, резкость, контрастность, делать серийные снимки, таймер и так далее. Эффект цвета, такие как сепия, черно-белый, негатив. Расстраивает одно, что фокусировка осуществляется только кнопкой, и нельзя, вот видите, пальцем заставить сфокусироваться на какой-то из точек, как в более новых каких-то устройствах, более продвинутых фотографических. Но зато, вот видите, зум работает прекрасно. И что я хочу сказать в сравнении с Nokia 5800. Nokia 5800, хотя на ней красуется надпись Carl Zeiss, снимает практически так же. Мне кажется, даже в помещениях чуть-чуть получше, но это прежде всего я свожу на ухватистость Nokia. Она чуть-чуть крупнее, ее удобнее держать, соответственно, меньше смазываются снимки. А на улице снимки, наоборот, у 5530, мне кажется, чуть более контрастные. Я на Яндекс.Фотках выложил альбом со сравнением этих двух телефонов. Их, фотки сделаны этими двумя телефонами для сравнения в одинаковых условиях. Так что можете посмотреть, если я думаю, я могу и написать вам сообщение, или же я здесь попробую в аннотации вывести эту информацию. Ну и, наверное, с фотографическими функциями все. Напомню, снимают они примерно одинаково. Сенсор 3,2 мегапикселя. А вот видео традиционно это сильная вещь на нокиевских смартфонах. Видео пишется в разрешении 640 на 480 точек. И хотя там есть сейчас уже кто пишет 720 точек по вертикали, но на самом деле оптика телефона по большому счету не позволяет делать HD качество кино, и поэтому лучше иметь честный 640 на 480. Они меньше занимают места, файлы, и в принципе, чтобы посмотреть что-то, то этого вполне достаточно. Итак, перейдем, что же тут есть. Как видите, настроек чуть меньше, но мы можем, например, снять черно-белый фильм. Это будет триллер про яблоко. Но еще интересная функция – это подсветка. То есть мы можем снимать видео с фонариком. Это очень помогает, если мы снимаем в помещении. Это сделано благодаря тому, что здесь LED подсветка, а не ксенон стоит вспышка. Некоторые хотят ксенон, но на самом деле у LED тоже есть свои преимущества. Итак, начнем снимать наш фильм. Видите, включилась подсветка, она освещает яблоко, и снимаем фильм. Итак, можно поставить на паузу запись, можно ее просто остановить. Видите, обрабатывается видео, все то же самое можно посылать, можно удалить или проиграть в галерее. Вот сейчас посмотрим, что же мы такого наснимали. Видите, включилась подсветка, она освещает яблоко, и снимаем фильм. Итак, в общем, как вы видите, видео снимается великолепно, практически телефон не тормозит, все очень быстро работает, и видео функции, я повторюсь, они очень хороши. И свои видеообзоры многих игр, которые я выкладываю там, я снимаю на Nokia 5800, потому что там еще есть функция предварительного обработки видео, то есть можно в легкую отредактировать, и это тоже добавляет, как говорится, преимуществ камеры. Ну, я думаю, на этом мы со функциями камеры разобрались. Всем пока.